Ассаламу алейкум. Приветствую всех, витаю вас, друзья. Сегодня 20 мая 2026 года, 18 часов 3 минуты, сзади указывает, хотя 4. По Берлину и 19 часов, соответственно, 3-4 минуты по городу Джохару. Друзья, вас всех сердечно приветствую. Стрим у нас, как обычно, на YouTube-канале Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Наш стрим всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, потому что для вас небезопасно смотреть, высказывать свое мнение, как вы сами понимаете. Поэтому будьте осторожны. Наш стрим сегодня называется «Миссия Нохчи и чеченцев примирить 3 религии». И я сегодня вам постараюсь рассказать, что я накопал, что я раздобыл на просторах интернета при помощи искусственных интеллектов разных. Мне кажется, это будет очень интересно. Я хотел провести на чеченском языке. Наверное, завтра я проведу на чеченском, потому что хотелось бы, чтобы как можно больше людей услышали, узнали, о чем я говорю. Ну, чтобы, как говорится, до чеченцев это как зашло, так сказать, надо говорить и на чеченском тоже. Потому что не все говорят на русском языке. Особенно молодежь, которая здесь в Европе живет. Все присоединяйтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы, а я пока попробую вам рассказать ситуацию. Ну, давайте я сразу расскажу вам. Я хотел новости вам рассказать, какие есть сегодня. Ну, в принципе, война войной, как говорится. Давайте немножко новости расскажу. Как известно, в США вчера были убиты 3 человека. Нападение произошло на исламский центр Сан-Диего. Убийцами, террористами были 17 и 18-летние трансгендеры, муж с женой, ну или пара, как они там называются. Вот эти 2 человека. И охранник Амин Абдулла, который раньше был христианином, принял ислам. И когда у них в Сан-Диего произошло такое нападение на мусульман, и он решил пойти охранять вот этот мусульманский центр, исламский центр, и работал там охранником. Он принял ислам, был мусульманином, и говорят, что он проявил просто чудеса храбрости. Он под огнем, под пулями пытался заблокировать дверь, он заблокировал. Ну, нападавшим удалось, к сожалению, убить 3 человека. Но там были дети. Убийство должно было произойти, детей должны были убить. И знаете, в последнее время, это уже не случайность, но не может же быть, ну елки-палки, ну ладно, простые люди могут там заблуждаться, там кто не следит за ситуацией, но спецслужбы, разные всякие специалисты в этой области, они же не могут не отмечать того факта, что нападение со стороны вот этих террористов происходит в последнее время вот из трансвеститов, ЛГБТ и так далее. С чем это связано? На мой взгляд, я могу гипотетически так версию свою предложить, это связано с тем, что все так называемые исламистские организации, радикалы, они находятся под тотальным контролем и тотальной слежкой. И только вот эти ЛГБТ-сообщества оставлены без внимания. Там слово им скажешь, там такой хай поднимается. Поэтому как бы защита прав, там туда-сюда и так далее. И эти люди, которые выделены, скажем так, из общества, ну, не полностью, так сказать, они интегрированы в полном смысле этого слова, они защищены законом. И эти люди
используются. Кстати говоря, они пользуются услугами психологов. Я предполагаю, чаще всего такие люди обращаются к психологам, там их водят родители, там туда-сюда. Так вот, эти 17 и 18-летние два вот этих парня, ну, несовершеннолетние, буквально вчера несовершеннолетние, есть 18-летние только. Один из них 17-летний несовершеннолетний. То, и это не только этот случай. Здесь в Европе, в других местах часто мы видим вот такие случаи. Это говорит лишь о том, а помните, когда в Миннеаполисе расстреляли тоже детей, уже христианскую церковь. Именно вот из этой же группы был этот молодой человек или молодая девушка, которая стреляла в них. Потом покончила самоубийством. То есть я хочу сказать, что это управляемые террористические акты. Это кем-то управляется. И кем, мы уже знаем кем, кто стоит за этим. Чаще всего за этим стоит террористическая банда ФСБ. Но почему-то Трамп считает, что Путин это нормальный человек. Да? Вот такие вот вещи происходят в этом мире. Понимаете? Убивают наших детей. Убивают. То христианских детей убивают, то мусульманских детей пытаются убить. Тогда убили христианских детей. Короче, убивают наших детей. В итоге, и сразу же я получаю страйк от этого в ТикТок. Сразу мне прилетают разные тут. И помните, когда в прошлом году Алексей Титов, полковник или подполковник Федеральной службы безопасности, на День независимости Украины пытался заложить бомбу в центральном детском магазине. И вот вы теперь видите и знаете, откуда растут эти ноги убийства наших детей. Российские дети, нету российских детей, там, американских или чеченских. Дети есть дети, они наши все. И вот этих детей эти люди убивают. Посмотрите, какая подлость, какое коварство. Самое больное, самое, что может задеть людей, вот поэтому наносит удар. Ну вот, с кем мы имеем дело. Ну, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и скорейшего выздоровления раненым. Это провокации. И мы должны понимать, друзья, если мы понимаем, что эти теракты делают не вот эти трансвеститы, не христиане, не мусульмане, тогда мы поймем, что нас стравливают. А если мы поймем, что нас стравливают, то мы тогда сделаем все возможное, чтобы не дать тем кукловодам, тем страшным, жестоким, циничным кукловодам добиться тех результатов, которые они добиваются. А добиваются они всеобщей ненависти. Всеобщей ненависти. Ненависть – это их родная среда обитания. Они, ненависть, зло – это вот дьявольщина самая настоящая. Самая настоящая. Вот такие вот вещи. Ну, а теперь давайте мы вернемся к вот этому стравливанию. Эльдар, Эд, шалом, дорогой. Асламбек, Дели, салам, ашфар, ой, машу, алейк, салам. Так, что такое? Что такое, что такое? Так. Я вам хочу рассказать историю, как я ее накопал. Я на самом деле не интересовался историей. Я читал Коран, на русском языке читал, на арабском читал. Но я и на чеченском слушал многих уважаемых людей, а некоторых и неуважаемых, которые я думал уважаемые. И сейчас я начал изучать вот этот вопрос полностью. И это так захватывающе, на самом деле, особенно когда есть искусственный интеллект, который, конечно же, иногда завирается и говорит однобоко, но если ты знаешь истину,
Если ты имеешь точку опоры, то ты можешь находить логическое объяснение процессам, которые происходили на этой земле. Я не претендую, конечно же, как вы понимаете, на стопроцентную истину. Это всего лишь моя гипотеза, мои догадки. И то это только первые мои шаги в этой области, где я пытаюсь разобраться. Поэтому не судите меня строго, не судите строго, а постарайтесь понять, что я говорю. И если у вас возникают какие-то обоснованные замечания, то с удовольствием, с радостью их приму. Приму, послушаю и исправлюсь обязательно. Как известно, сейчас первым человеком на земле был Адам. По-чеченски Адам это и значит человек. Адам. По-чеченски Адам это значит Адам, человек. Ну, у некоторых народов точно так же это повторяется. Например, у тюркоязычных точно так же, по-моему, Адам говорят тоже на человек. И первый был Адам, и 10-м сыном у него, ну, то есть 10-м внуком, поколенческим внуком, был Ной. Адам жил 930, по-моему, лет. Его сын Сиф был, у Сифа был сын Енос, у Еноса был Кайнан, у Кайнана был Малелеил. Я это по христианской, по библейской названиям, я вот повторяю имена, как в Библии, как указаны в Ветхом Завете, в Торе. Библия повторяет, и в принципе и Коран повторяет. Некоторые вещи в Коране не так сильно развернуты касательно вот этих первых людей на земле. Их называют патриархами в книгах, когда ты читаешь. Это первые люди, которые сошли на землю, и вот Адам и так далее. И у всех у них были дети. Везде указывается, что они родили сыновей и дочерей. Они родили сыновей и дочерей. У каждого, вот от Адама, Сифа, Еноса, Кинана, Малелеил, Изред, Енох, Мафусал, Ламех, это отец Ноя, и Ной. У Ноя тоже были братья и сестры, младшие. Это все говорит нам Ветхий Завет, Тора нам об этом говорит, и Библия об этом говорит. Коран тоже очень подробно приводит, уже касательно самого Ноя вещи. Об этом мы попозже подробно будем обсуждать. Короче говоря, вот такой ситуации. Когда происходит потоп, за 120 лет до потопа мир, сейчас я вам расскажу, во что превратился мир до потопа. То есть уже при живом Адаме из рая на земле был разврат, идолопоклонничество многобожие, и грабежи, убийства и открытые кражи. Просто грабеж открытый, просто бандиты, воры там ходили, грабили. И это все дети Адама, внуки, правнуки, праправнуки. То есть его поколение детей, они каждый пускали свое потомство, своих детей. И в этом состоянии находился мир. За 120 лет до потопа, когда Ною было где-то около 500 лет, тогда они жили так, Ной прожил 950 лет, за 120 лет до начала потопа Бог их предупредил всех и сказал, если вы не исправитесь, то вы будете наказаны. Одним из самых праведных, а может быть единственным праведным, был Ной. И этот человек полностью поклонялся Богу, верил в Бога и начал строить ковчег. Так как готовился потоп, у него была весть от Бога, и вот он готовился. Ему не верили, жена ему даже не верила,
что он готовил. Но потом в конце она поверила и с ним вместе поднялась. Ну, по одной традиции она поднялась с ними, по одной нет. Но больше всего она с ними тоже поднялась. До потопа у Ноя родилось 3 сына. Яфет, по исламской, это по христианской, по библейской традиции, это Яфет, а по исламской традиции его зовут Яфис. По-чеченски, если не используем букву Ф, у нас в чеченском языке нет буквы Ф, но Япит, наверное, так. Нужно поговорить с нашими историками, которые бы более мне подробно объяснили бы, как его звали. Ну, вот такие вот имена. Это был старший сын Яфет. Второй сын был Сим. Исламская традиция говорит его Шем, Шама, Сирия. Как вы знаете, Шам, вот эта территория Израиля, Иордания, Сирия, это называется территория Шама. Это территория Сима, где вот основал потом свое религиозное, духовное свое начало и распространение Сим. И младший сын у них был, Хам. Его звали Хам. И я бы хотел вам рассказать одну интересную историю такую. Коран не совсем с этим согласен, что так было. Коран, в принципе, об этом не говорит. Говорит, что алкоголь запрещен, и все. Но алкоголь был запрещен только во время Мухаммада. То есть потоп, по разным оценкам, некоторые говорят, что 5600 лет тому назад это произошло, до нашей эры. Или всего. Цифры глобальные, грандиозные просто. Вправо, влево, там 1000 лет туда, 1000 лет сюда. Можно ошибиться просто так, Некоторые говорят, что это было 2800-3000 лет до нашей эры. Некоторые говорят, что это было 5600 лет всего. То есть тоже 3600 лет. Но в этот период времени, где-то около 3000 лет до нашей эры, то есть 5000 лет, давайте так возьмем, произошел вот этот потоп. Ною на тот момент было уже, если я не ошибаюсь, 600 лет. Его сыновьям было по 100 лет. У них были жены. У Ноя было христианство. Ни Тора, ни Библия не упоминают о том, что у него было 4 сына, а ислам говорит, что у него было 4 сына. И один сын не поверил своему отцу и не взошел на ковчег и погиб тоже с другими неверующими людьми, он утонул. 3 сына, 3 жены и жена Ноя, а также еще группа людей, которые поверили Ною, и животные, это не все животные на земле, сейчас мы к этому вернемся, и поднялись на ковчег, и 40 дней шла вода, вот их они по воде там бросало в разные стороны, и в конце концов, через 40 дней они приземлились на Араратских горах. В итоге получилась следующая ситуация. Они сошли, и некоторые нам рассказывают о том, что был... давайте сперва по порядку, чтобы не запутаться в этой ситуации. Что говорит Бытие, книга Бытия, синодальный перевод 9:26-27. Это Тора, это Ветхий Завет. После потопа Ной насадил виноградник, выпил вина и опьянел. Лежа обнаженным в шатре, его сын Хам, отец Ханана, увидел наготу отца, вышел и рассказал об этом 2 братьям, Симу и Яфету, старшим своим братьям. Те, проявив почтение, вошли задом наперед и покрыли отца, не глядя на него. То есть, чтобы не смотреть на отца, они пошли спиной к нему.
Проснувшись и узнав, что сделал младший сын его, Ной произнес: проклят Ханан. Проклят Ханан. Ну, то есть он не Хама проклял, а его сына проклял. И вот сейчас я объясняю, почему. Ной не мог напрямую проклясть Ханана, потому что Бог уже благословил всех троих сыновей Ноя. После потопа они же поверили отцу, поверили в Бога и поднялись на ковчег. Проклятие пало на внука, на Ханана, который по некоторым толкованиям унаследовал или усугубил порочность отца. Это также могло быть способом сильнее наказать Хама через страдания за сына. Ханан здесь символизирует определенный тип поведения и будущие народы. И вот что говорит: благословен Господь Бог Сима. Сим – предок семитов. Но я вам объясню, что я имею в виду под этим. Включая евреев, арабов, арамейцев и других разных племен, которые там находились. Я вот, да распространит Бог Ефета, сказал Ной, и да обитает он в шатрах Симовых. То есть, да распространит Бог Ефета означает, Ефет это старший сын, что его власть старшего сына будет покрывать всю землю, распространить, то есть максимально она будет. И он будет правителем на этой земле. Сим же, он да распространит, Сим благословен Господь Бог Сима. Благословен Господь Бог Сима. То есть, не Сим благословен, а его Бог благословен. То есть, Сим будет служить Богу. И мы видим, что Муса, Моисей, Иса, Иисус, Мухаммад, все эти люди произошли от вот этих арабско-еврейских, арамейских племен, которые там находились. То есть это семиты. Все пророки, самые известные, включая Авраама, Ибрагима, это люди, которые, ну, Авраама оставим, возьмем вот этих троих основных, которые дали нам Мекку, Ватикан и Иерусалим. Вот эти три возьмем. Но я полагаю, что народы Мусы не были его кровными народами, так как до Ноя пророка, до Ноя, жило 10 поколений до Адама. И у них у всех были сыновья и дети. Это все люди размножились на земле. То есть у Ноя, когда произошел потоп, а сам потоп, некоторые, сейчас я вам приведу более достоверно, убедительно, так скажем, доказательство того, что потоп был возможно. Я не утверждаю это, я предполагаю, так как есть все основания так считать, в том числе сегодняшней наукой, которая открывается. Потоп не был всемирным. Хотя для этих людей он был всемирным. Потоп был региональным. И потоп происходил в районе Ближнего Востока, Кавказа. Вот там произошло 5000 лет, приблизительно лет назад, произошел всемирный потоп. Некоторые, одни ученые там говорят, что 5600 лет назад было там мощное такое наводнение, которое называется Черноморским наводнением. 5600 лет. Это ученые доказывают. Ил, там все. Там разные эксперты могут доказать, что 5600 лет назад был вот этот потоп. Но для этих людей он был всемирным. Все. И как бы я вот сейчас вам расскажу, как мне тут объясняет искусственный интеллект, почему аргументы в пользу, что потоп был не всемирным, то есть не все живое, все животное погибло на земле. Не погибло, по всей видимости. А погибло вот в этой части идолопоклонники, развратники, там, убийцы и грабители. Вот это все вот дошло до этого. В принципе, мы к этому времени сейчас уже подходим, вам не кажется? Сторонники регионального локального потопа
иногда называют ограниченным или месопотамским потопом. Это в основном староземельные креационисты, часть евангельских богословов и некоторые православные католические исследователи. Они не отрицают историчность события и его богословский смысл, суд над грехом, спасение через Ноя, но считают, что текст описывает не глобальное затопление всей планеты, а катастрофу в известном тогда мире Месопотамии и Ближнего Востока. Вот как они обосновывают свою позицию. Основные аргументы из библейского текста, истории и науки. Еврейское слово «эрец» переводится как «земля», но очень часто означает страна, земля, регион. Например, земля Египта в Бытие 41, 56, 57. Когда говорится «покрыла вся землю», «покрыла вся земля» или «под всеми небесами», это гипербола. Это описание известного мира авторов, а не всей планеты, как мы понимаем сегодня. Примеры. Вся земля пришла в Египет купить хлеб. Бытие 41:57. Явно не весь земной шар, а только ближневосточный регион. То есть со всеми высокими горами. Это горы, холмы в поле зрения Ноя. Весь контекст Бытия 2:11 строго месопотамский. Река Тигр и Ефрет, Вавилонская башня, Ур-Халдейский, откуда Авраам. Автору Моисею или традиции не было нужды описывать Австралию или Америку, весь мир, весь известный населенный мир. Научные и геологические данные. Второе доказательство. Нет глобального слоя осадков по всей Земле, который соответствовал бы единому событию 4,5-5 тысяч лет тому назад. Геология показывает множество локальных катастрофических наводнений в Месопотамии, например, следы в Кише, Уре и других городах. Существует свидетельство крупного наводнения в Черном море 5600 лет назад до нашей эры. Или в долине Тигра и Ефрата. Это могло быть всем миром для людей того времени. Логистика глобального потопа, объем воды, ковчег для всех видов животных, время вызывает огромные трудности. Региональный вариант решает их без сверхъестественных нарушений физики. Также стоит обратить внимание, что потоп, что сам ковчег, он был 120 локтей, например. Локтей. Считается так. Туда все слоны, носороги, бегемоты, все не поместилось бы, правильно? Что жирафы и все остальное. И он, по-моему, 3 уровней был, но все равно там все бы не поместились. И чисто просто физически так много животных на земле. Третье. Богословский практический смысл. Цель потопа – уничтожить весь развращенный человеческий род. Бытие 6:5-7, 11-13. Важно универсальное воздействие. Все люди, кроме семьи Ноя, погибли. А не обязательно глобальный охват суши. То есть именно потомство, которое проживало именно в этом месте, а это их была родина, основная часть, произошел потоп, и там погибли. Вот те люди, которые не поверили в то, что говорил им Ной. Бог обещает не истреблять более высокой плоти водами потопа. Локальные наводнения происходят, но повторения такого тотального суда не будет. Если бы потоп был глобальным, обещание звучало бы странно. Локальные потопы продолжаются. Сравнение с эпосом и Гильгамеше и другими древними текстами. Там потоп тоже локальный, Месопотамия. Но в Библии он очищен от политеизма и подчеркнут нравственный урок. Важно отметить, что это не большинство консервативных христиан, которые придерживаются этой точки зрения. Но мне кажется, она очень логична, эта ситуация. И вот почему я вам это все рассказываю. Дело в том, что на земле жили люди. Жили люди, потомки Адама и его сыновей, его потомства, которые жили. И Ной считается вторым Адамом, что вот он типа
второй человек. Но на самом деле вторым Адамом он быть не может, потому что Адам есть Адам, который прямиком из рая, и вот Ной, который спас, вот, так скажем, свое население, которое, своих людей он спас, которые вот дошли вот до этого состояния, именно находились на этой территории. И на ковчеге они вот приземлились на араратских, не на Арарате, как говорят, а на горах араратских. Это все кавказские вот эти горы, которые у нас считаются, если я не ошибаюсь. Вот такая вот ситуация. То есть, после того, как они остались, выжили, нужно гипотетически, логически предположить, что авторитет Ноя вырос, в 1000 раз. Потому что все, что он говорил, оказалось правдой. Было страшное наводнение, страшный потоп. И можно предположить, все 3 сына, конечно же, которые поверили своему отцу, дальше продолжали верить и в Бога, и в своего отца, как посланника Божьего. И, как говорит Ной, Иефет, старший сын, будет править народами, то есть не теми 8 человеками, которые оказались, понимаете? 8 человек и небольшая группа людей с ними еще была, которые поверили. Там их немного было, может, сотни человек там было. Но не этими сотнями человек и не своими вот родственниками по Ною, своими братьями, и детей у них тогда не было до потопа, дети у них потом появились после потопа, то логично предположить, что Сим, который мы видим, сегодня мы свидетели, и Муса, и Иса, и Мухаммад, это все, пусть Всевышний благословит их, были семитами, то есть носителями идеи Сима или Шема. То есть мы приходим к логическому умозаключению о том, что ни арабы, ни евреи не являются детьми Шема. Они являются людьми, которые как пророков, как, например, сегодня мы можем сказать, например, Мухаммад, да, который не является прямым отцом индонезийских народов, да, которые мусульмане, живут в Индонезии. Но они исповедуют мировоззрение Мухаммада, которое он распространял. И в какой-то степени его дети. Но не прямое кровное родство, а по идеологически и мировоззренчески, религиозно. Вот они являются его детьми. Точно так же можно предположить, что не все арабы, как мы знаем, у арабов есть курайшиты. Курайшиты как бы отдельно стоят особняком от других арабских племен. Точно так же у евреев есть свои такие же представители. Это коины до сих пор, хотя они не являются такими властителями, ничего, но в религиозном смысле коины, потомки Коина, и еще там есть несколько фамилий, у меня здесь надо искать это все, которые, например, когда проводится религиозный обряд какой-то, то они первые читают суры или тексты, которые им в Торе там указаны. То есть у этого народа есть какая-то группа, которая выделяется из этих общих вот этих народов. И самое удивительное в этой истории, что правителями, и в этой истории самое интересное, что он говорит, Ной говорит, почему я вот заинтересовался этой темой и начал изучать этот вопрос. Ной говорит своим сыновьям, что Сим будет, сейчас я найду, чтобы не ошибиться. И сказал: благословен Господь Бог Сима,
да распространит Бог Иафета, и да обитает он в шатрах Симовых. Обратите внимание. То есть, распространит Бог Иафета, его власть, его поколение будет распространяться, его потомство, а обитать он будет в шатрах Сима. То есть, религиозная составляющая вот этого Иафета будут потомки Сима делать. И если взять за основу то, что чеченцы прямые носители именно народа Ноя, Нохчи по самоназванию, нету ни одного народа на этой земле, который также называется, как мы. И мы являемся теми, кто будет обитать в шатрах Сима. И я пришел к такому умозаключению, что, значит, потомки Иафета будут исповедовать ту религию и то, что говорят пророки из Шема, от Сима. То есть Муса, и Иисус, Иса и Мухаммад. И кому, как не чеченцам, мы как видим, мир докатился до такой степени, что мы просто люто ненавидим друг друга. Мы так сильно убиваем друг друга, что просто это невозможно просто передать словами. До чего. И это все потомки одного и того же божественного начала, божественного мировоззрения, послания божественного. И мы с такой лютой ненавистью, хотя нам Коран прямо говорит, и Моисей, и Иисус, и все, что они там говорили, и повторяется, причем это все. И мы их признаем, почитаем, и люто мы друг друга ненавидим. То же самое касается христиан и иудеев. И люто друг друга ненавидят, и мусульман ненавидят. И кто может положить этому конец? Только те, кто принесли им эту идею. Да, эта идея не ноевская, она божественная. Но принесли ее Нохчи, то есть потомки Ноя. И примирить эти народы могут только Нохчи. К такому вот умозаключению я пришел. Давайте я вам прочитаю небольшой текст, который написал. Всемирный ковчег цивилизаций. Единый корень Нохчи и миссия примирения. В книге Бытия Берешит Тора содержится пророчество Ноя, определявшее дальнейшую судьбу человечества после потопа. И сказал: благословен Господь Бог Сима, Ханан же будет рабом ему. Обратите внимание. И сказал: благословен Господь Бог Сима, Ханан же будет рабом ему. То есть не рабом Сима, он был рабом там, Сима было, а рабом Господа будет. То есть Хам будет очень набожным, и его последователи будут очень набожны и очень боголюбимыми. И дальше. Да распространит Бог Иафета, и да обитает он в шатрах Симовых, а Ханан же будет рабом ему. То есть младшее потомство младшего брата будет Богу рабами, поклонниками, очень сильно верующими. Но исказив вот этот текст, человечество оправдывало геноцид африканцев, так как Хам ушел в сторону Африки, Эфиопии, Судана и так далее. И оправдывая миллионы людей убили, оправдывая, что он будет рабом, например, Сима. То есть мусульман, христиан и иудеев рабом будет. И из-за этого убивали вот этих людей. Ну, рабство забирали, там, мучили, ну, страшные вещи творили. Я не согласен с этой интерпретацией, этой трактовкой, потому что Бог людей создал равными, и рабами они могут быть только Бога. Больше нету ничего на этой земле, что может человека сделать рабом. Все люди свободные. От рождения, как рождаются без одежды, абсолютно свободные, так и уходят в землю. Поэтому я не думаю, что Бог мог целенаправленно сказать такое, что вот это будут рабы.
Чтобы приблизиться к глубине этого пророчества, необходимо выйти за пределы привычных исторических схем и поздних национальных интерпретаций. Согласно данной концепции, единственным народом, сохранившим в своем самоназвании прямую связь с Ноем, являются Нохчи, люди Ноя, ноевцы. Три сына Ноя, Ефет, Сим и Хам, выступают не прародителями отдельных племен, а носителями трех великих цивилизационных направлений, через которые человечество разошлось по земле после потопа. Все дальнейшие государства, религиозные традиции, империи и культуры стали развитием этого единого исходного корня. Три направления человечества. Яфет. Пространство власти, закона и государственности. Старший сын Ноя получил программу расширения и освоения мира. Его направление связано с государственным строительством, военной организацией, правом, политикой и созданием крупных цивилизационных систем. Именно с линией Яфета традиционно связывают развитие многих индоевропейских и европейских цивилизаций, великих империй и государственных моделей, от древних царств Передней Азии и Средиземноморья до Рима, от Византии и поздней Европы. Даже сегодняшние Соединенные Штаты, кстати говоря, построены именно по этой системе. И я полагаю, что Джордж Вашингтон имел либо знание об этом, либо имел корни, скорее всего, да, возможно, даже и корни, связанные с Ноем, с Ефетом, тем старшим своим сыном. Ну, посмотрим, если 1000 лет США простоит, значит имел. Так как для того, чтобы вот эти государства существовали 1000 лет, им нужно благословение от Ноя, от потомства Ноя. Понимаете, на что я намекаю? Сим. Так, в этой линии человечество раскрыло волю к организации пространства, к созданию законов, институтов и масштабных политических конструкций. То есть фактически Кавказ на тот момент стал альма-матер, и оттуда распространялась и государственность, и право, и закон, институты и так далее. Сим – пространство откровения и духовной вертикали. Линия Сима стала хранителем религиозного знания и монотеизма. Через нее человечество получило пророческую традицию, священные тексты и идею единого Бога. Именно к этой линии относятся народы Ближнего Востока, евреев, арабов, арамейцев, ассирийцев и другие семитские сообщества. Из духовного наследия Сима выросли три авраамические религии: иудаизм, христианство и ислам, или же семитские религии, скажем так. То есть религии, которые идут от Шема. Но они божественные, но идут они через потомство Шема, или самого Шема, который, единственно известно, из 3 братьев прожил 600 лет. Сколько прожил Яфет, неизвестно, сколько прожил Хам, неизвестно, но про Сима он считается очень святым, потому что именно прямая связь с Богом, поклонение Богу. И реально так и было. Посмотрите, все пророки идут от этих народов. От народов, где проповедовал, распространял свою идеологию, свое видение этот Сим. Из духовного наследия Сима выросли 3 религии: иудаизм, христианство и ислам. Его направление связано не столько с земным владычеством, сколько с нравственным законом, пророчеством и сохранением связи человека с Творцом. И они есть, начиная от Торы, раввинов, католических, разных Ватикана, и разных представителей, и разных там исламских, мусульманских там потомства, которое ведется. Хам – пространство созидания, служения и жизненной основы. Линия Хама связана с южными цивилизациями Африки и Передней Азии. В данной интерпретации смысл пророчества о служении понимается не как унижение перед людьми, а как особая форма служения Богу через труд, жизненную устойчивость и материальное созидание.
Это направление связано с сохранением земной основы человеческой жизни, труда, ремесла, выносливости, способности поддерживать существование цивилизации и ее материальном измерении. Великий раскол человечества. Со временем потомки трех направлений утратили память о своем общем происхождении. Человечество забыло о едином Боге, о едином Праотце и общем духовном основании, о едином ковчеге. Линия Иафета, сосредоточившись на власти и расширении, постепенно породила бесконечные войны империй, идеологические системы и борьбу за мировое господство. Политическая энергия, лишенная духовного основания, превратилась в источник глобальных конфликтов. Линия Сима, сохранившись на власти, сохранившая религиозное наследие, также оказалась расколотой. Иудаизм, христианство и ислам, происходящие из одного монотеистического корня, на протяжении веков вступали в противостояние с друг другом, превращая религиозное различие в фактор политической и цивилизационной борьбы. Человечество оказалось разделено между конфликтом силы и конфликтом догматов. Здесь важно еще отметить, что, например, появление коммунизма – это было появление религии. Ленин у них был как Бог и до сих пор пророк. Они его так пытались. И все это строилось, опять же, на учениях Сима. То есть на вот этих религиозных учениях был построен этот коммунизм. И они пытались новое внедрить. Что из этого вышло, мы видели. Миллиардные последователи, как у христианства и мусульман, не появилось. Хотя Китай удалось им все-таки заставить стать коммунистическим, но он уже не столько даже сейчас коммунистический, идейно, просто уже по инерции. Поэтому все, что потомки Иафета, что потомки Сима и, конечно же, потомки Хама, они нарушали, грешили, как и все люди на земле. Продолжают это делать. Кавказ как символ возвращения к истокам. В рамках данной концепции Кавказ рассматривается как пространство памяти о первоначальном единстве человечества. Нохчи здесь выступают не как народ превосходства, а как народ-хранитель, носитель идеи о том, что разделение на государства, идеологии и конфессии у человечества был единый источник. Смысл этой миссии заключается не в господстве над другими народами и не в религиозном триумфализме, а в попытке напомнить миру о его общем происхождении. Если линия Иафета символизирует силу и государственность, а линия Сима – духовное откровение, а Хам – поклонение Богу, то Кавказ в этой модели становится пространством примирения между ними. Миссия примирения, согласно этой идее, задача современных Нохчи. Не участие в новом цивилизационном конфликте, куда нас пытаются втянуть, а посредничество между расколотыми мирами. Речь идет о попытке вновь соединить шатры ноевской традиции или аурамической традиции. Иудаизм, христианство и ислам не через уничтожение различий, а через напоминание об их общем корне. Главная мысль этой концепции заключается в следующем. У человечества один Творец, один ковчег, у ноевских потомков, и одна древняя память о происхождении. Мир, погруженный в идеологические и религиозные конфликты, нуждается не в очередной империи и не в новой системе господства, а в возвращении к созданию общего человеческого происхождения и общей ответственности перед Богом и историей. Вот такие вот у меня мысли по этому поводу, друзья, возникали, когда я все это изучал и смотрел. Вот такая вот мысль пришла. Если мы потомки Ноя, а мы себя таковыми считаем, и есть все основания так считать, то если когда-то по какой-то причине мы нарушили те заповеди Божьи,
который нам оставил Ной и его потомство, его поколение, то нам, потомкам Ноя, нужно быть очень-очень сильными, чтобы объединить. Например, сейчас между Израилем и арабским миром идет страшная война. Очень страшная. К сожалению, еще усугубляется эта вся ситуация. Еще хуже становится ситуация. Дело в том, что одними убийствами и жестокостями нельзя заставить людей поверить в то, что веришь ты. Нельзя, невозможно. И сейчас нам рассказывают, что нужно вот там еще больше убить, еще там кого-то убить, еще что-то сделать. И вот тогда исправится. И каждая сторона это так говорит. И мы, чеченцы, можем стать отличным буфером между этими народами, если мы изучим эту тему, а я уверен, и в Ватикане, и в Иерусалиме, и в Мекке, или где там других библиотеках, и в Лондоне, и в музее, там, и в библиотеках. Огромное количество есть информации. Если взять эту концепцию за основу, то чеченцы могли бы стать буфером между арабскими воинами, или кто там воюет, и еврейскими, между армянами и азербайджанцами и тюрками. И так везде, где есть религиозные конфликты, туда могли бы прийти чеченцы. Но если всю эту концепцию объяснить правильно, донести до людей, объяснить, что мы не должны враждовать по религиозным нашим разным. То есть миротворцами в этих группах могли бы выступать нохчи и примирить эти народы, не дать нам разойтись. Мы на самом деле исповедуем одно и то же мировоззрение. У нас одни и те же предки. И Адам, и все остальные. И мы должны в этом смысле быть, я не знаю, более глубокими, более понятливыми. Либо мы должны оставить нашим детям, ну я не знаю, вечную войну, вечное убийство. Зачем это нужно? Так. Так, какая Араратская гора? Горах Араратских там, не гора Араратская, а горах. Это написано в Ветхом Завете. Это ко мне претензий можешь не предъявлять по этому поводу. Так, Сережа, ты идешь за русским кораблем. Асна, у меня вопрос тебе. Как ты думаешь, предсказания Дудаева сбудутся, ФРФ развалится, и Украина будет праздновать парад на Красной площади? Эд, шалом, дорогой. Немножко о другом я говорю, но вопрос очень интересный, да? Так, Иркин, шалом, дорогой, Асланбек, Машуль, так, со всеми поздоровался. Обычно я и так здороваюсь, когда захожу, включаю стрим. Я думаю, если исходить из предсказания Дудаева, к тому, что он просто невероятно очень четко предсказывал, то есть основания полагать, что развал фашистской Российской Федерации может произойти, если исходить из его слов. Если он говорил в 95 году, для этого нужно 50 лет, то в 45 году это произойдет. То есть еще 20-19 лет нам требуется дождаться этого времени. Поэтому не знаю, как долго это еще может продолжаться. Да? Не знаю. Будет ли парад на Красной площади? Не знаю. Не знаю. Хотя хочется верить, что будет, конечно, а как иначе? Посмотрим. Русские, скорее всего, погибнут, чем это произойдет. Но и все остальных с собой пусть забирает. Пусть забирает. Зачем мир, если не будет России? Как Путин говорил, а не придется рассказывать. Ленин, немецкий шпион, который потом оперился и от рук отбился. Убили сутки царя и развалили Российскую империю. Ну, да, есть такая версия, что он был, он из Германии был реально прислан, и у него, говорят, даже были немецкие марки
что тоже указывает, что он прибыл из Германии и, вероятно, на немецкие марки. Хотя могли ему подсунуть и другие. Может, у него были фунты, он их обменял, английские фунты стерлинга, обменял на, например, немецкие марки. А может, были доллары, которые тоже он поменял. Мы этого не знаем. Так, Романовы ограбили Россию и республики, и Ногчий тоже. Да, конечно, 100%. И не только Романовы, и предыдущие тоже. Так. Ограбили, деньги на Западе не вернуть. Резервный валютный фонд должен быть России, республики начать тоже. Не понял, что ты сказал, но очень интересно, я так полагаю. Так что вот такие вот, друзья, у меня мысли по поводу, если что, не судите меня строго. Я просто пытаюсь разобраться в этой истории, как все это происходит. И я считаю, что это самое такое благородное дело. Знаете, чеченцы, если верят в то, что делают, ну, наверное, все, конечно, не только чеченцы, но чеченцы фанатично просто, я заметил, обратил внимание, если он верит, ты его не купишь, ты его не запугаешь, ты просто убьешь ты его. Даже если он будет умирать, он будет зубами кусаться, лежать на земле, кусаться зубами. Как рассказывал один российский генерал, когда они там раненого какого-то партизана взяли, переломали ему ноги, отрубили ему ноги. Он весь кровавый, прям рассказывал российский генерал, по-моему, это был. И он каким-то образом, они отвернулись, думали, он уже бездыханный, он каким-то образом забрался на грузовик, на Урал, и пытался поехать, они его оттуда с перебитыми ногами заползли, хотел вырваться, но они его убили. И когда он уже лежал, истекал кровью, умирал, он просто укусил за ногу этого рядом стоящего, уже сил не было ничего делать, вот он укусил за ногу. И они были потрясены его живучестью и его желанием рвать. Поэтому если чеченец уверен в том, что делает, и есть у чеченца идея, что он на правильной стороне истории, он будет делать это очень хорошо и, наверное, лучше всех. Но если он не верит, то никакой не боец из него, ничего из него не получится, если он в это не верит. Да, за деньги, конечно, много чего можно сделать, но не все, да, не все. Поэтому, я думаю, было бы очень правильно, если бы мы в этом направлении двигались бы и объясняли. Спасибо, Петрушенко, и мир твоему дому. И мир твоему дому. Мир вам всем, друзья. Мир вам всем. Мы на самом деле очень погрязли во лжи. Самое страшное, что на земле есть, это ложь, обман, который стал частью этого мира. Просто уже время постправды называют. Представьте себе, в какое страшное время мы живем. Многие этого не понимают. Многие не понимают. Это самое страшное время, время постправды. Так оно было в истории человечества. Он был потоп, потому что был ужас какой был. И люди утопали в грехе. Погрязли и утонули в воде. И утонули в воде за это. И вот я хотел бы здесь еще небольшую привести. Султан Ешуркаев, есть такой историк. Он говорит, чеченцы самый большой народ на Северном Кавказе. Никогда не воевали ни с одним соседним народом. Никого не поглотили, не присоединили, культуру свою не навязывали. И вот будет, говорят, третий штурм Грозного, пишет Султан. Уложат еще 1000 другую деревенских парней. Что, и все? Глупости. Еще раз придется каждый камешек брать штурмом. И после этого он будет взрываться под ногами и стрелять. И в генералов тоже попадать. Говорит Султан Ешуркаев, нам тут рассказывают, что третья война будет, нам туда завозят колонистов, всех, кто сейчас воюет в Украине, тех, которые там воевал в секторе Газа против Израиля, их всех свозят на Кавказ. Для того, чтобы там создать
Вот этот исламистский центр, понимаете, это вообще никак не вяжется с чеченской культурой. Чеченцы никогда никого не завоевывали, никого не поглощали, ни с кем из соседей не воевали. А вы знаете, что реально мы самый большой народ на Северном Кавказе. И при желании мы могли бы много бед натворить нашим соседям. Но если хоть один чеченец поднялся бы, пошел бы там, пойдем грабить, пойдем захватывать, весь народ его проклял бы. Понимаете? Поэтому народ не пойдет на это. Никогда. Ни при каких условиях. Да, Россия натравливала нас. Друг с другом стравливала. Вот когда была Вторая русско-чеченская война, отличались жестокостью дагестанцы. Почему они отличаются? Не все же дагестанцы жестокие, или не все же дагестанцы ненавидят чеченцев. Кстати, между прочим, это тоже наши близкие родственники, ну, некоторые из дагестанских народов, некоторые пришлые, некоторые родственные, возможно, те с ковчега, которые идут. Много и грузины, и многие другие. Это та группа народов, которая осталась вот на этом ковчеге, сохранилась. И новое место зарождения вот, новой цивилизации, скажем так, происходило с Кавказа. Так вот, русские заставляли этих Дагестан, каких-то отщепенцев, каких-то подонков, каких-то мерзавцев творить жестокости в отношении пленных, мирных и так далее. Вот что заставляли они делать. Но это не значит, что все дагестанцы нас ненавидят или все нас хотят убить и так далее. Нет, это не так. Но и мы не делали им зла никогда. Не творили беспредела и так далее. То есть войн не было. Вот такие вот вещи. Так, давайте. Так, Бандеровка, витаю тебя. Спасибо, по-моему, за подарок. Спасибо, Бандеровка. Гутен Абend. А ты в Германии, получается, да, Бандеровка? Так. Просто не найду сейчас. Я хотел найти вот этих потомков. А что говорит, смотрите, грузинская родословная по этому поводу? Был Ной, Ефет, Таршис, Таргамос, Кавказ, Дзурдзук. И мы с грузинами по грузинской традиции считаемся братьями. От двух братьев, точнее, происходим. От Дзурдзука происходит, собственно, Нохчи, самоназвание Нохчи. Многие исследователи связывают с именем Ноя, где Нох – корень имени патриарха, а Чи – народ, люди. Афганцы до сих пор называют чеченцев Бнуну-Ноха, Бнуну-Ноах, народ Ноя. Эта традиция не поздняя выдумка. Она согласуется с библейской таблицей народов Бытия 10 и кавказскими хрониками, где Кавказ, не Кавказ, а Кавказ, эпоним Кавказа прямо выводится от Ефета. Ни один другой крупный народ не сохранил столь четкую и чистую линию от Ефета без значительного смещения с другими ветвями. Таким образом, чеченцы не просто один из ефетитов, народы, которые произошли именно от Сима, называют семитами. Кто произошел от ефетитов, от Яфета, называют ефетитами, ефетитов. А прямые носители благословения Ефета. Историческая реализация пророчества также подтверждает теорию. Потомки Ефета, индоевропейцы, кавказцы, часть европейцев, действительно расширились и неоднократно входили в пространство Сима. Они и сейчас находятся в пространстве Сима. Например, чеченцы. Никогда чеченцы не были неверующими.
Они были и христианами, и потом мусульманами. До сих пор есть бацбийцы, чеченцы. Также, например, грузинские народы, тоже Грузия состоит из нескольких народов, объединенных в единый народ. Есть очень близкие нам и по ДНК, и по менталитету, скажем так, очень близкие, очень похожие. Действительно, рашиды неоднократно входили в пространство Сима от завоеваний Александром Македонской и Римской империи до современных геополитических союзов. Однако именно войнахская линия, чеченцы, ингуши и бацбийцы, сохранившая горскую воинскую культуру и клановую структуру, идеально соответствует роли лидеров. Чеченцы исторически выступали как воины и объединители Кавказа, способные возглавлять разнородные группы. Союз с семитами, семитскими народами Ближнего Востока, их духовными наследниками, уже просматривается в исламской и кавказской истории. Вайнахи интегрировались в более широкий мусульманский мир, шатри Сима в расширенном смысле. Но там не сказано, что шатри Сима это только мусульманские шатри Сима. Понимаете, вот в чем в этом бытие говорится. Там говорится Сим, а последователи Сима, они ведут и всю вот эту аурамическую религию, традицию. Так, сохраняем при этом лидерские качества. Интегрирует в более широкий мусульманский мир, шатри Сима в расширенном смысле, сохраняя при этом лидерские качества. Хананиты и шири, потомки Хама, африканские, некоторые ближневосточные и кавказские группы в этой модели становятся слугами не в унизительном, а в функциональном смысле. Они обеспечивают ресурсы, труд и поддержку правящей ефидитской элите. Это точно соответствует финальной фразе «Ханан слугой им». Но здесь это говорит искусственный интеллект, я здесь не согласен, потому что Ханан слуга ему говорится там. Там разные интерпретации есть и им, и ему. Я не могу допустить, что Бог заведомо там, потомство нарек быть рабами. Такой жестокости от Бога быть не может, просто в моем понимании. Поэтому я считаю, что Бог, он был слугой Бога. Просто это очень набожные, очень верующие люди, получается. Вот такая вот интересная получается ситуация. Но если мы не остановим на самом деле ситуацию, то нас несут к страшным просто межцивилизационным, межрелигиозным конфликтам. Нас ведут к этому. Мы все это видим. Вот эти нападения на синагоги, на христианские, вот в Миннеаполисе нападения на христианские школы, нападения на исламский центр, вот Сан-Диего. Это все звенья одной цепи. Нас стравливают. Им нужно, чтобы мы, иудеи, христиане, мусульмане, ненавидели друг друга, чтобы мы убивали друг друга. И вот в это время они правят нами, они управляют нами. Они делают свое грязное дело. Это зло, абсолютное, беспримесное зло, которое есть на земле со времен сотворения Адама, когда Адам был отправлен на землю, также и бесовщина, она тоже начала отворачивать сынов Адама от истины. Окунемся в историю. Расскажите о временах вторжения Чингисхана. Что происходило на Северном Кавказе? Ну, Петрушенко, я знаю так по рассказам, и раньше читал очень много, сейчас вам все подробно рассказать, особенно с годами, как это было, я сейчас не готов, но обязательно я до этого тоже дойду. Сейчас я просто изучаю, знаете, основной вот корень вот этого всего, да. И обязательно дойду. Да, были очень страшные времена. Кстати говоря, у Яфета было 10 сыновей. Если я не ошибаюсь, 7 сыновей было у Яфета. По-моему, 7. И одного из этого сына зовут Магог. И этот Магог ушел в сторону степи, востока,
То есть, например, вот индийские вот эти а, а, кланы, или как они их называют, касты, вот эти касты, они тоже сформированы потомками Яфета и Сима, ну, потомками Ноя, то есть. Они туда ушли. И так интерпретируют. И каждый народ добился вот того, что мы сегодня видим. Вот исповедуя вот это мировоззрение, строя государство, основываясь на этом, считайте, фактически это религия, да, получается, если. А потом Муса принес религию, до этого нес ее потомки Ноя. Ной сам тоже занимался этим. И Магог из территории оттуда придут либо с Индии, либо с Китая. Придут последователи Магога. То есть тоже сына Ноя и сына Яфета. И у нас будет боестолкновение с ними. Это все три религии об этом говорят. Абсолютно все одинаково. Причем Магог и Маджод, это местность, откуда он происходит. И может получиться так, что если мы не будем объединены все, мы проиграем. Но мы должны объединиться. И объединение должно стать нашей главной идеей, главной концепцией. И я призываю всех чеченцев очень внимательно подумать над этим. И не только чеченцев. И нам нужно в этом направлении думать, чтобы объединять людей. Не разъединять, не занимать ничью сторону, где идет там какой-то радикализм или какая-то жестокость. Мы воюем, защищаем только свою свободу и только свою землю, и только свою жизнь. Все, мы на чужое не претендуем, мы никому ничего плохого не делаем. И если вы обратите внимание, чеченцы всегда едут на помощь помогать. Посмотрите, как в Сирию поехали. Самое большое количество, кто поехал воевать первыми, это были чеченцы. И потом уже начали другие подтягиваться. Кстати говоря, таджики имеют очень тесный генетически схожий код с чеченцами. То есть тоже есть такая очень большая связь. Даже больше, чем с другими. Не просто где-то идеологически, политическая, там, религиозная связь. Духовная или мировоззренческая. Именно генетическая, на крови. С таджиками есть у нас связь. И вот как быстро объединяются. Чеченцы идут на помощь. Просто помогать бедным, обездоленным, вот, помогать оппозиции против Башара Асада. И так было очень часто. И на Кавказе было, и везде было. Это долг чеченцев прийти на помощь. И если сейчас эту концепцию развить, и чеченцы стали бы защитниками, стали бы таким миротворцами между народами, которые друг друга убивают, и нет вообще решения этой проблемы. Вот посмотреть, если между арабами и евреями, но нет там решения этой проблемы. Но никогда в жизни евреи не могут оставить свое государство и утопиться в море. Они должны защищаться. Никогда в жизни арабы не могут простить то, что их территория захвачена, их столько убили и так далее. Ведь не арабы убивали ведь евреев в 30-х, 40-х годах. И первое, что говорит араб, почему, если убивали нацисты в Европе, и не только Германия это делала, и не только в 30-х, 40-х, 20 века, это систематически повторялось. Все это рано или поздно делали. И основываясь на религии. Те Христа распяли, вы это сделали, вы то сделали. И арабы говорят, а почему на нашей земле, если немцы убивали евреев, то почему арабы должны дать им землю? Хотя это их земля такая же. Но они еще расширяются. Ну, для того, чтобы обеспечить себе безопасность. Так это нам рассказывают. Но это не закончится. Арабов очень много. И знаете, как мы заметили, как вы видите, антисемитизм или антисионизм не столько мусульмане даже обсуждают. Да, когда идут бомбардировки, убийства людей, конечно, мусульмане возмущаются. Все возмущаются. Но здесь, в Европе, митинги, почему-то некоторые исламофобы не любят говорить об этом. Но на самом деле здесь, в Европе, антисемитизм на порядке выше, чем среди мусульман. А среди чеченцев его вообще нет. Это искусственный нарратив, который нам бросили. У нас нет этого. Не может быть по той причине, по которой я вам рассказываю. Мы потомки Ноя.
Мы те, которые вас пытаемся объединить, примирить. И у нас нет национализма в том понимании, в котором есть. Любой человек, который оказывается в чеченском обществе, соблюдая чеченские традиции, культуру, законы, и проживет 4 поколения, не как в Германии 8 лет, а 4 поколения, он становится чеченцем. Вот стопроцентным чеченцем. Все, никаких разниц нет. Если же он 8 колен живет и знает 7 своих отцов, да, 7 колен, то он автоматически, кстати говоря, у Ефета было 7 сыновей, то он автоматически становится благородным чеченцем. То есть его потомки уже становятся благородными чеченцами. И это вообще никак не связано с кровью, это связано с мировоззрением. Как ты видишь ты как чеченец, живешь ты как чеченец, все, ты чеченец. Ты чеченец. Вот так это все у нас идет. Не так, как нам пытаются представить, какие мы плохие, сяки и так далее. В Грузии живут кистинцы. Все кистинцы, с которыми встречался, утверждают, что они чеченцы. Андро, абсолютно верно, да, кистинцы это чеченцы. Это название, как вот дзурзуки говорили грузины раньше. Там, это идет от названия, мне кажется, а может идет это название от грузин. Вы их так, может, называете. Ну, конечно же, это чеченцы. Там чеченцы живут еще до того времени, когда чеченцы и ингуши начали разделяться. Вот как это происходит. Так постоянно дробят наш народ, постоянно пытаются раздробить там и так далее. И реально так происходит. И тогда не было чеченцев и ингушей, когда на территории Грузии не было никакой границы, мы жили в одном государстве, Сванетия, например. Но это считают огрузинившихся чеченцами, их считают. Породнившиеся, огрузинившихся и уже перешедшие на грузинский язык. И по ДНК это тоже подает. Тушинцы, сваны, еще там, я могу просто ошибаться, но это как бы всем известный факт. А кистинцы это, да, стопроцентные нохчи. Сейчас нам начали рассказывать, что это ингуши, там, 3-10. Но ингушей, название ингушей такого не было тогда. Когда там жили кисты, когда там эти люди жили. Ну, не было. А там есть бацбийцы. Это тоже самые настоящие чеченцы, нохчи. Нохчи. Они бацбийцы, но они нохчи. Ингуши тоже нохчи. То есть от ноя они идут. Но сейчас они вот называются ингуши. Вот по названию, там, не знаю, там, по-разному все это рассказывается. Некоторые обидные вещи говорят, некоторые очень даже не очень обидные говорят, очень даже хорошие вещи говорят. Ну, вот такие вот разделения есть. Поэтому, да, кистинцы, грузины и чеченцы это два брата на самом деле. Два кузена, короче говоря. Ну, то есть мы кузены, если так упрощенно сказать. Видимо, нужен союз свободных обществ. Вероятно, да, Асланбек, вероятно, да. А вероятно, например, каждые потомки, которые строили разные империи, Ефет, например, баски, которые строили Рим, Древний Рим, они вот потомки баски, по-моему, да? Нет, не баски, подождите. Ну, забыл, короче. Например, коины, это у евреев, например, там, кто у мусульман, вот эти все народы, которые, вот группы, которые есть, они могли бы объединиться. Они могли бы объединиться. Но они, я думаю, уже они выдохлись, может быть. Но запал-то у нас есть на Кавказе. И касается не только чеченцев. Мы на кавказцы должны объединиться. Первый, с кем нам нужно объединиться, это вот на Кавказе. Но это наши грузины. Вот с ними нужно объединяться. С армянами нужно объединяться. Но армяне, они все равно немножко от нас дистанцируются. Они немножко как-то не хотят с нами так быть, короче. И потому что, может быть, вот армяне говорят, не обижайтесь только, ни евреи, ни армяне на меня. Вот я говорю только свое мнение, свою гипотезу. Да, она может быть и ошибочной абсолютно, а может быть и не ошибочной. Так вот, армяне считают, что они потомки Ноя. Но на самом деле они вот такие же потомки, как и остальные. Они последователи. И пришли они в Урарту, на армянское Нагорье,
которая называлась раньше по-другому, они пришли туда намного позже. Это очень древний народ, это было где-то 7-8 век до нашей эры, то есть 2700, 800, 600 лет назад они туда пришли. До этого они находились в других местах. И армяне это не один этнос, это несколько этносов, которые вот перемешались и стали вот одним вот таким вот этносом сегодня, который мы знаем. И поэтому, может быть, с этим связано, не знаю. И каждому хочется, как знаете, это моя история, нет, я ее никому не дам и так далее. Но мне не нужна чужая история, честное слово. Мне не нужна история Ноя, мне не нужна история другого какого-нибудь великого человека, если она не настоящая. И если то, что я говорю, это не соответствует действительности, мне это тоже не нужно. Но если это соответствует действительности, я бы хотел бы это знать. Почему нет? Почему мы не должны это знать? Ведь тогда бы порядок наступил бы, потому что истина, она скрывается. И каждый хочет сказать, что я великий. А я не говорю, что я великий. Я не считаю себя великим. Ни свой народ я не считаю великим. Я считаю его обычным, самым простым, обычным народом. Но я считаю, что если эта история есть, то она моя. И она должна быть моей. Что она точно, честная. Просто главное, чтобы она была честной. Как-то так, друзья. Ассаламу алейкум, свободный. Ва алейкум салам, Шамиль. Все будет очки. Аслан. Был взорван вдовой одного из подчиненных. Она погибла, есть видео. Генерал от ФСБ был взорван вдовой одного из подчиненных. Она погибла. Это был теракт против гибни, но в детском магазине. Ничего не понял. Я не понял, что ты это сказать, Шамиль. Можешь разъяснить? Это сейчас кто-то взорвался? Или это женщина взрывала этого ФСБшника? Ты имеешь в виду центральный детский магазин на 24 августа 25 года, на День независимости Украины? Ты про этот теракт говоришь? Скажи, пожалуйста. Усманов, группа G. У чеченцев G. Хавсуре многие тушинцы тоже G. Как чеченцы? Кистинцы говорят о тепа кей, которые граничили с грузинами. Панкиси живут майстхой, дишни, чанти, хильди, харой. Короче, в Панкисе живут чеченские тепы. Ну да, наверное, я просто могу... Да, наверное, ты прав, я не знаю. Армяне, как индоевропейцы, переселились на землю хуритов и ассимилировали часть из них. Да, именно так я тоже читал. Именно так. Поэтому я видел бы на самом деле роль чеченцев. Я видел бы роль чеченца именно в этом. Здесь вот сейчас уникальная возможность, и я хотел бы, чтобы чеченцы подумали, я завтра хочу с вами еще чеченцы поговорить на чеченском языке на эту тему. Не спешите бросать меня помидоры, тухлые, и говорить, ой, там, что он говорит, там, туда-сюда. Задумайтесь, есть искусственный интеллект. Сейчас очень много литературы, можно все почитать, посмотреть, сравнить. И это невероятно интересно, друзья. И если нам дать какую-нибудь благородную миссию, мирить людей, защищать кого-то, мы это делаем с таким удовольствием, с таким просто энтузиазмом. Я просто знаю, как это происходит. Просто он ничего не видит, ему еды не надо, воду не надо, сна не нужно. Просто дайте ему какие-то великие дела поделать. И эти великие дела, они бы очень, кстати, сейчас пригодились бы нам всем. Нам всем. Как-то так. Так, Шамиль говорит... Нет, он не говорит, как он может про нее говорить, про Азу Газиеву, которая, она на подчиненных, кто такой, она погибла, есть видео. Это был теракт против гибни, но в детском магазине. Вот что значит, но в детском магазине, то, что Шамиль пишет. Сейчас тогда дождемся Шамиля, может, скажет нам честно, что же это такое.
Что же это такое? Видимо, поэтому Зviad Гамсахурди и Джохар Дудаев, поэтому хотели объединения. Да, это просто естественное, просто логическое и естественно жизненно необходимое для нас всех. Понимаете, если мы объединимся, ну, мы будем просто непобедимы. Особенно с учетом сегодняшних технологий, дронов, ну просто нас невозможно будет победить. Вы можете представить? А сейчас дроны пока летают там сколько там, 5, 10, 20 километров. Они скоро будут летать вообще неограниченно. Там можно будет такие заряды, там, аккумуляторы делать, что они могут долго не садиться. Ну, можно там как заряжать. Ну, много сейчас придумают. Уже придумают. Искусственный интеллект и так далее. Как говорится, Бог создал людей сильными и слабыми, а Самуэль Кольт их уравнял. Ну, точно так же сейчас дроны уравняли государство. И если мы сможем, а у нас есть горы, это естественно укрытие. Почему Иран не могут взять? Потому что у него все находится там глубоко в горах. И не может даже современные Соединенные Штаты, атомная бомба даже пробить не может. Да, она может все заразить, там вокруг все загадить, но достать туда пробить не может глубинный бомб, порода гор и так далее. То есть это неприступная крепость. Если в этих горах, которые по обе стороны хребта принадлежат нам, да, не только грузинам и чеченцам, но и всем остальным нашим братьям, соседям и так далее, то если мы объединимся в единое государство, и оно будет справедливое, самое главное, то у нас мы будем просто, наступит век безопасности, век благоденствия и супер заживем. Понимаете? Власть была, но не народ. Да, я считал Армению пророссийской, поэтому не включал ее в Кавказский дом тогда. Угу. Ясно. Звяд очень умный человек был. Джохар его называл моим старшим братом или учителем даже он его назвал как-то, я помню. Очень был толковый человек. Пусть земля будет ему пухом. Очень жаль, да, когда вот таких людей они уничтожают, а потом нам каких-то шариковых назначают. Нет, русская женщина на видео, она, генералы идут по блядскому миру, а потом взрыв. Именно об этом теракте говорит Аслан. Мы все так думали, кажется, Караулов это выложил, не помню. Ха-ха, это абсолютная дезинформация, которую ты сейчас закидываешь, Шамиль. Что, не хотите, да, чтобы этот теракт остался на вас? То есть на ваших, да? Шамиль, ты так явно не пались. Знаешь, самое главное, по горячим следам, так сказать, по горячим следам, когда ты фиксируешь. Я зафиксировал тогда. У меня есть, и в архивах у меня есть. Я тогда пытался быстро выложить, потому что, когда ты по горячим следам оставляешь данные, там все видно. Там женщина, продавщица, которая не куплена чеченцами и украинцами, сказала, что было удостоверение ФСБ и разобранный кнопочный телефон, которым уже никто не пользуется, как ты знаешь, давным-давно. Разобранный причем. Никакая женщина, сейчас, может, какую-то женщину они сейчас взорвали или что-то сейчас придумали они там это сделать. Ни одну секунду не верю. Знаешь почему? Если бы тогда бы там реально был бы теракт, был бы реально теракт, который сделала эта женщина, нам сразу же показали бы эту женщину. Потому что, ну как это, ФСБшник с газовым баллоном подорвался, ему руки-ноги разнесло. И еще у него нашли кнопочный телефон, там все детали сейчас не вспомню, но кнопочный телефон, в шоке была эта женщина, которая рассказывала. Она просто не могла сказать, ну вы посмотрите, но она это и говорила. Смотрите, разобранный кнопочный, она намекала на это удостоверение ФСБ. Поэтому это самое большое преступление. Одновременно с этим, как же так получилось, что именно на День независимости Украины это произошло? И опа, через 3 дня произошло то же самое преступление, такое же преступление против детей в Миннеаполисе, США. А как же так получилось, что буквально еще через 3 дня убит был один из лидеров украинской улицы и украинской политики,
а, Поруби, Андрей Поруби. А? Это была целая схема, где будут украинские националисты, а я их не считаю националистами, потому что плохой окрас имеет, украинские патриоты, украинские сыны и дочери, они должны были быть убийцами в Москве детей, убийцами потом в Америке, потому что в Америке убийство совершил вот этот трансвестит такой же. У него было написано, как будто на украинском, самая большая украинская диаспора живет, одна из самых больших диаспор живет в Миннеаполисе. И 100%, если бы я тогда не писал бы, след взяли бы, ну, если бы этот Титов Алексей не взорвался бы в детском центральном магазине в Москве, то 100% это вешали на шею украинцев. Тогда я первый на это отреагировал, начал писать. И потом убийство Андрея Порубия. И в этот момент в Украине какие-то силы антисемитские, как известно, Зеленский еврей, должны были подняться, и потом украинцев должны были превратить в ваххабитов. То есть вне закона украинских, националистов я имею в виду, должны были запятнать их, убийство детей, да, в День независимости Украины. Какая-нибудь группа взяла бы на себя это все, и там в Америке взяла бы, если бы Леха Титов не подорвался бы, да, потому что Бог на стороне Украины. И все, что ты сейчас говоришь, это неправда. Это неправда. Я не верю ни одному слову не верю, что они сейчас пишут. Понимаешь? Мы все это тогда зафиксировали. Это звенья одной цепи. Я тогда сказал, ищите начальника вот этого Титова, и вы узнаете, кто сделал теракт в Миннеаполисе, и кто убил Андрея Порубия. Ну, это понятно. Что русские, ну, конкретно мы фамилии узнаем. Вот непосредственный начальник Алексея Титова, он является причастным к теракту в Миннеаполисе. Вот я так считаю. Это мое личное, сугубо мое убежденное мнение. Понимаешь? Не надо сказки рассказывать. От этого не отмоетесь. Никогда. Никогда. Может, на расстоянии включили. Кого имеешь в виду, включили самих? Кого включили? Так, друзья, мы 1,5 часа в эфире. Я постараюсь завтра выйти в эфир. Я хочу с чеченцей. Если вы меня смотрите, пожалуйста, обмозгуйте, что я сказал, прикиньте. Давайте, заходите завтра. Амел дует, стять. Война, цанеп бизвайн. Цанеп буй, войца цамет кизвайн. Удунен чуа, войца мет киш. Дайс куши, кайдат, well девуч. Казанский, сирата, сандат, дайс куш кайг, лила цедойч. ويا ومتك يعقيز وكل تدوشتول الدنيا دوي كل داوتشول ميرا بريادك يوتيجا ومتك خليز إمتك وكوارت خلاهي ويتعش خلاهي خيريو إيش هو غاسق شندية ميلو اللقا شو نوشي أشتبوينا شو دوخ قدولش يعني شو مسارق أغيتن بير بوشون خزاخيج بلوخشنا نوشي مبايق توركا Инцхалак беш бу бойш бу нохчи Украина. Иштом душон. Да, дикнек дуэрхуна. Друзья, всем спасибо, что смотрите и поддерживаете. Слава Украине. Все будет Ичкерия. Нохчи камдинаду, хираду. Ичкерия юлшю, эзершара хираю. Ади кюэль маш ойл. Всего хорошего. До свидания, друзья.